Мука, сахар, масло, чай и яблоки. Именно такой набор продуктов в этот священный месяц Рамадан получат около 6 тысяч малоимущих семей республики. Это самая масштабная благотворительная акция в регионе за все время. Проводится она по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Десятки машин со всех районов, городов и сельских поселений выстроились в ряд, чтобы строго по спискам загрузить продукты питания и развезти поадресно. Акция у нас будет длиться 4 дня. Мы распределили по районам, по городам. Сегодня это у нас Джайрах, Карабулак, Магаз и семьи погибших сотрудников МВД. То есть это самая такая масштабная акция по раздаче сахара, которая вообще у нас была в республике. Значимость ее трудно переоценить. Сегодня мы показываем, что мы не забыли ни о ком, что мы заботимся об этих людях, что мы будем решать их проблемы. То есть это только начало. И то, что это инициировано и организовано нашим главой, это говорит о том, что власть, она заботится о людях и помнит о людях. В этой акции охватили практически всех в регионе, кто так или иначе нуждается в помощи и поддержке. Для вдов сотрудников внутренних дел выделили около 400 продуктовых наборов. Не забыли и о пожилых и одиноких стариках. Им также оказана помощь. В непростое время 400 семей получат адресную помощь. Это нынешние условия, это очень хорошие подспорья для семей, которые сейчас находятся на изоляции. Как мы знаем, что сейчас сказали, чтобы людям не выходили, чтобы соблюдали режим самоизоляции. Поэтому большое спасибо хотелось бы выразить за такую акцию. Сегодня по поручению главы республики мы получаем 299 около 300 наборов, продуктовых наборов, которые остро нуждаются одинокие проживающие граждане и инвалиды. Помощь, оказанная главой республики, правительству нашей республики, очень кстати, так как пожилые люди не уходят из дома, изолированы. Определиться со списками малоимущих наравне с администрациями городов и сельских поселений помог благотворительный фонд «Тешим». По словам члена правления Хасана Нальгиева, они впервые участвуют в такой масштабной акции. Признаться, честно говоря, вот это одна из самых больших акций, в которой нам приходилось участвовать. Тут более 5000 семей, охват очень большой. Но благодаря тому, что к акции подключились и администрации, и волонтеры, и руководители различных ведомств, я думаю, что эта акция пройдет у нас хорошо, без проблем. В эти списки попали люди, которые в период пандемии коронавируса оказались в сложном материальном положении, не могут выйти на работу и не получают, соответственно, заработную плату. Мехксах, пожалуй, объединил сегодня тысяч людей. Тех, кто помогает в раздаче, и тех, кто эту помощь получает. Сегодня мы отпускаем благотворительную помощь населенным пунктам нашей республики. Мы выделили по инициативе Махмуда Али Калиматова, главы республики, оказываем помощь 5000 семей Республики Ингушетия, малоимущим семьям, люди, которые попали в трудное положение, в эту сложную ситуацию, в которой мы все находимся. Люди остались в тяжелом положении, и вот эта акция для них это серьезная поддержка. Хотелось бы поблагодарить и от имени своих горожан, сказать слова благодарности тем, кто это все организовал, в первую очередь и главе Республики Ингушетия, по поручению которого это делается, и всем тем ребятам, волонтерам, которые здесь сегодня задействованы и оказывают пассивную помощь. Особое внимание глава региона уделяет пожилым людям, потому продуктовые наборы сразу же после получения доставлены до адресатов. У Мареты Сатуевой муж инвалид и ребенок с ДЦП. Такая помощь, по словам женщины, им была просто необходима. Значимо это даже не то слово, потому что прекрасно знаете, что на пенсию далеко не уедешь, тем более, когда у тебя куча болезней, когда у тебя больной ребенок, и нужно и туда, и сюда, и, в принципе, пенсии хватает, где-то на полмесяца, по большому счету. И я считаю, что вот такая помощь вот для таких людей, как мы, это вообще, не знаю, счастье, что мы попали в эту программу, что вот охвачены, так сказать. У семьи Ковалевых нет ближайших родственников, за ними смотрят социальные работники. И такой продуктовой помощи очень рады. Теперь удастся немного больше денег сэкономить с пенсии. Спасибо за эту помощь. Да. Что принесли, помогли нам немножечко. Спасибо
за гуманитарочку за это, что И вы главе привезли. И администрации не забывайте, спасибо. Всё. не забывайте нас, что мы старики туда-сюда, вот, да. Не Нам забывайте, уже- глава, нам уже все. вот Спасибо 80 ему, главе. По 80 лет, вот куда ж мы такие старенькие, а обеспечивать хорошо нас, молодцы. А вот Маддан Черкиева в период пандемии зря время не теряет. Бабушка высадила во дворе цветы. Для одинокой женщины это занятие приносит удовольствие. А с тем, что ей привезли продукты, отпала необходимость тратить время и средства на такие покупки в магазине. Священный месяц Рамадан – это время, когда мусульмане стараются совершать как можно больше благих дел. Искренняя, бескорыстная поддержка ближнему никогда не остается незамеченной. Совершать благие поступки, особенно в месяц Рамадан, очень важно для каждого мусульманина. В богоугодном деле может поучаствовать каждый. Для этого нужно лишь желание скрасить жизнь нуждающихся, сделать ее более комфортной и дать им почувствовать, что они не одиноки, и их жизненные трудности непостоянны. Светлана Томова, Асхаб Белакиев. Новости 24.